Общество взбудоражила ситуация, которая в последние дни сложилась в Северной Осетии. Сначала торговый центр «Алания-Молл», потом столица. Глава республики Сергей Миняйло поручил профильным структурам организовать работу по контролю за соцсетями на предмет выявления провокаций в отношении несовершеннолетних, чтобы не допускать прецедентов. Также во всех учебных заведениях провели профилактическую работу с родителями, учителями, директорами школ. В пятницу и субботу в школах прошли собрания, на которых обсудили ситуацию вокруг так называемой ЧВК «Рёдан». Сегодня гости студии начальник подразделения по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел по Северной Осетии Гаине Петросова и психолог Северо-Осетинского государственного торгово-экономического колледжа Марина Гурсыева. Добрый вечер, Гаине, добрый вечер, Марина. Здравствуйте. Здравствуйте. Незнакомое словосочетание из-за редких заголовков СМИ стремительно ворвалось в нашу реальность. Как так получилось, что некие силы смогли в короткие сроки повлиять на сознание наших детей? За короткое время средства массовой информации сообщили сразу о нескольких крупных массовых драках в нашей республике. К сожалению, как нам известно, все это предназначено для дестабилизации обстановки в целом по России, в том числе и в нашем субъекте Российской Федерации. Сложно сейчас давать какие-либо комментарии, потому что проводятся мероприятия по установлению лиц, которые эти силы применяли, лиц администраторов данных групп, вовлекающих в том числе и подрастающее поколение в различные субкультуры, которые также между собой сталкивают подростков для каких-то провокационных действий. Гаине, последователи течения неформальной группы в республике сотрудники МВД задерживали несколько дней подряд. Информация о новых местах сбора подростков продолжает появляться в социальных сетях. Так ли это? К сожалению, в ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками правоохранительных органов, в частности полиции, выявлена одна группа в социальных сетях, в мессенджере, телеграм-канале, которые именно по Владикавказу призывали подростков к таким так называемым сборищам для противоправных действий, стычек между подростками. Нами были приняты меры. Естественно, все это локализовано. Мероприятия проводились по обеспечению охраны общественного порядка. За несколько дней в органы внутренних дел припровождены были более 50 несовершеннолетних для разбирательства. Эта информация, конечно, поступает и продолжает поступать, но первые 2 дня выявленные и доставленные были. Сейчас уже дети на эти провокации идут меньше, и последние несколько дней лица уже не доставляются. Насколько мы знаем, привлекают подростков в группы посредством соцсетей. Какая работа ведется в этом направлении МВД, чтобы предотвратить такие случаи? Конечно, комплекс мероприятий уже организован и предпринят. Он организуется во взаимодействии с иными правоохранительными органами республиканскими, иными субъектами системы профилактики. Большой ряд мероприятий проводится во взаимодействии с органами образования. Помимо того, что отслеживаются социальные сети, нами работа проводится среди самих подростков, в том числе и детей группы риска, состоящих на учетах правоохранительных органов. Детям разъясняются последствия участия в таких мероприятиях противоправных. Какая ответственность грозит подростку и его родителям? Здесь говорить, конечно, можно и об уголовной ответственности. По ряду статей Уголовного кодекса возраст уголовной ответственности с 14 лет, по отдельным преступлениям с 16 лет, предусматривает и огромные штрафные санкции, и лишение свободы на определенный срок. Но вот по тем детям, которые выявлены были у нас, конечно, будет рассматриваться вопрос и об организации индивидуальной профилактической работы с подростками. Также об ответственности в отношении родителей хотела бы отметить, что они несут эту ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию. Предусмотрены также меры административные, в том числе и штрафные санкции. И также будет рассматриваться вопрос и о постановке самих родителей
если будет установлено ненадлежащее исполнение ими обязанностей. Дети, которые ставятся на профилактические учеты, это учеты и в подразделениях по делам несовершеннолетних, это учеты и в районных комиссиях по делам несовершеннолетних, это и учеты внутришкольные. И здесь комплекс мероприятий будет организован индивидуально с каждым ребенком. Будет разрабатываться индивидуальный план реабилитации этих подростков. Наша основная задача – предупредить совершение детьми повторных противоправных деяний. В эти дни в учебных заведениях Северной Осетии прошли собрания с родителями учащихся, представителями МВД и психологов. Мы столкнулись с тем, что 28 буквально февраля был создан канал в Telegram, мессенджере Telegram с названием определенным. Ссылки пошли по социальным сетям с приглашением подростков в эти социальные сети. Естественно, дети подписывались из интереса в большинстве случаев. А вот там уже в ходе переписок стали высказываться разные призывы к противоправным действиям. Мы столкнулись с тем, что оказалось, что наши дети подвержены вот этим негативным проявлениям, влиянием, да, больше даже влиянием, я бы даже сказала, провокациям. И для нас это тревожный сигнал. Нами были приняты упреждающие, естественно, меры. Не допущено каких-либо массовых противоправных действий с участием несовершеннолетних в том числе. Марина, скажите, пожалуйста, а как так получается, что сегодня за короткий промежуток времени детей могли вовлечь в это все? Как понять, что с ребенком что-то не то? Как понять родителю, что ребенок ушел в какое-то другое направление? И самое главное, почему это происходит? Ну, субкультуры, они существовали всегда. То есть те подростки, те молодые люди, которые не нашли себя дома, в школе, в колледже, в техникуме, они уходят в субкультуру. Субкультура, она сама по себе неплоха, потому что это то место, где ребенок все-таки нашел себя, проявил себя и может поговорить о своем, где его выслушают, где его, возможно, поймут. С одной стороны, это хорошо, неплохо. Но, наверное, ими пользуются, раз мы сегодня видим такую сложную ситуацию, которая не просто ситуация, это деструктивная ситуация. Обстановка и сложная политическая с нашей обстановкой, может, а это все взаимосвязано экономической, наши родители целыми днями вынуждены находиться вне дома. Чтобы обеспечить достойное существование своих детей. Чтобы обеспечить, да, то есть вроде все для детей, все для наших деток, но это с одной стороны. С другой, если ребенок не может поговорить с мамой, если мама уставшая пришла и не может поинтересоваться, как же у тебя, сыночек, дочечка, прошел день, не поделиться своими какими-то, да, вот сегодня у меня вот так было на работе интересно, вот так меня обидели или что-то, да, ребенок, то есть должен понимать, что дом – это крепость, куда он придет со своими проблемами, его выслушают, его поймут и ни в коем случае не дадут какую-либо оценку. Потому что ему надо просто высказаться. При этом он не ждет, что его оценят, допустим, друзей. Да, это хороший друг у тебя, это плохой. Ему просто надо знать, что мама, ты знаешь, у меня есть друзья. Ну, хорошо, там Вася, Петя, Маша, замечательно. То есть мама уже спокойно, он дружит. Марина, почему это происходит с нашими детьми? Как родителям понять, что с подростком происходит что-то неладное? Если мы раньше делали акцент, это школа, это техникум, это начнем с детского сада, да, дома мы всегда говорили, все для гармонично развитой личности. То теперь, мне кажется, надо делать акцент для жизнеспособной, жизнеустойчивой личности. Как понять? Если мой веселый ребенок, который с детства любит смеяться, очень активный, очень шумный, пошел в школу, в этой среде, где такие же веселые ребятишки, где что-то, если он приходит грустный, если он перестал учиться, если появился какой-либо фанатизм,
Начнем с внешнего вида. Одежда, прическа, предпочтения. То есть, так или иначе, подросток вообще в поиске, да? Начиная внешняя прическа, тот же маникюр, футбол, все перепробуем, рисование, да? Но если появился фанатизм, да, фанатизм, какие-то атрибутика, какие-то сети именно какие-то интересные в одном направлении. То есть он не в поиске, как нормальный подросток, а именно вот в одном направлении все для него перестало существовать, кроме какой-то субкультуры. Не знаю, возьмем неформальные субкультуры. То есть Каждый внутреннее родитель должен состояние. понимать это по изменениям каких-то факторов. Да, А я вот хочу Фанатизм, добавить. если появился фанатизм в чем-либо, да, проявляется именно вот конкретика. Вот одно направление и все. Нормальный взрослый, нормальный подросток, он всегда в поиске. Не люблю я, что-то расхотел ходить на футбол. Мне не нравится уже рисовать. Мне не нравится уже зеленый цвет волос. Нет. Но когда он появился и именно ходит, вы видите, что его друзья также одеты, также выглядят. Какая-то в словах, в общении манера появилась именно одного направления. Поинтересуйтесь, да, уважаемые родители, что это за направление, чем они занимаются, какое предпочтение для них. Да? Это с одной стороны. Смотрите, субкультуры, они же существуют не только деструктивные. Например, движение школьников. Тоже субкультура, тоже движение, тоже направление, где именно общаются дети. Но мы же сейчас говорим о неформальных. Неформальные, как только у них появляется какой-то устав, какой-то строй, вот здесь уже надо задуматься. Значит, у них появился руководитель, значит, у них появилась иерархия в общении, а это не есть хорошо. Галина, вы хотели добавить что-то? Да, я бы если говорить о родителях, то, на мой взгляд, выстраивая доверительные отношения со своим ребенком с детства, родитель будет в курсе всех интересов своего ребенка. А если еще и отвлечь детей от улицы, свободное времяпрепровождение обеспечить, наполнить его посещением различных кружков, секций, то здесь место у ребенка для как раз-таки этих субкультур и общения в социальных сетях будет настолько минимизировано, что риски будут значительно ниже вовлечения их в противоправные действия. Как оградить детей от негативных влияний? Мне кажется, прошли те времена, когда мы, родители, учили, психологи, да, учили, у ребенка должно быть личное пространство, дайте ему возможность самовыражения. Прошли, уважаемые родители, те времена. То есть все можно сделать красиво, все можно деликатно, но при этом поинтересоваться все-таки, да? Конечно, контролировать, какие соцсети он посещает, в каких группах он состоит, куда они с друзьями любят ходить, какие у него друзья в конце концов. Да, все это можно деликатно, красиво поинтересоваться, при этом не нарушая, да, это личное пространство. Много, тот же самый телефон, который имеет блокировку, скорее всего, почему это и так далее. Тому подобное. Почему, сыночек, у тебя телефон заблокирован? Я же знаю, что чужой телефон трогать нельзя. При этом оставьте свой телефон, да, покажите, что у вас он не заблокирован. Покажите на своем личном примере. Я думаю, доверие будет, и ребенок вопрос, а зачем тогда он все-таки заблокировал телефон? Это все мы уходим к тому, что все-таки дети не доверяют своим родителям. Из тех подростков, которые были к вам доставлены, это какая ситуация? Вы когда разбирались, что можно сказать? Ни один из доставленных детей не был приверженцем каких-либо деструктивных субкультур. Практически то, что нами сейчас еще дополнительно проводятся мероприятия все по уточнению и причин, и условий, способствующих этому. И в дальнейшем еще будет организован ряд мероприятий с этими подростками. Но то, что уже сейчас установлено, большая часть из них были из интереса. Ради любопытства. На провокации, которые, знаем почему, предполагаем почему, появились в этих социальных сетях.
Над чем сегодня стоит работать родителям, чтобы все-таки сделать так, чтобы дети не подвергались этому вот влиянию разных деструктивных субкультур, в частности, вот той ситуации, которая была у нас в республике? Ну, я соглашусь с ГНЭ, что доверительные отношения – это самый лучший выход. А ни в коем случае не надо давать никаких оценочных высказываний в адрес моих увлечений, моих друзей, моего внешнего вида. Субкультура, она существует до тех пор, пока мне интересно, пока я не найду другой способ самовыражения. То есть она будет, потом она исчезнет. Да? Поэтому доверительные отношения – это прежде всего, это основа основ. Но сейчас, как выяснилось, еще один есть хороший способ, чтобы это все предотвратить – это взаимодействие. Взаимодействие разных структур, где общается, где бывает ребенок. Это семья первая, это школа, колледж, техникум второе и сами родители, да, то есть взаимодействие родитель, ребенок и педагог. Вот три составляющие, которые должны взаимодействовать, которые вместе должны предотвращать вот такие вот деструктивные веяния. Предупредить и подростков, и родителей дополнительно об ответственности, которая, конечно же, будет последована, если все-таки наши дети будут участвовать в каких-либо противоправных акциях, мероприятиях. И в дальнейшем, несомненно, это все негативно скажется на их судьбе, на их каких-то, может быть, интересах, куда они планах. Мы, как всегда, думали, что ребенок группы риска – это тот, у которого, скорее всего, родители алкоголики, у которых, да, благополучные, неполные семьи тоже, да, мы всегда относились к группе риска. Но сейчас так рассуждать уже нельзя и неправильно, потому что ребенка надо научить жизнестойкости. Да? Научить, что семья, вот твоя крепость, где ты должен быть, поинтересоваться теми людьми, которые больше всего с ним проводят время. Это где? Это школа, опять же, это колледж, это, как я уже не раз сегодня говорила, что вот это вот взаимодействие, оно очень имеет важную роль. И я думаю, все вместе мы все-таки при взаимодействии снизим хотя бы в лучшем случае. Конечно, это надо истреблять в самом начале. Гайне, хотелось бы еще спросить, среди этих 50 человек, я правильно понимаю, что не было ярых приверженцев вот этой субкультуры? Да, правильно. У нас те проверки, которые проводились, были, конечно, выявлены подростки, которые вступали в эти группы. С какой целью? Но цель их была из интереса. Проходили по ссылкам в социальных сетях, регистрировались, ну, даже не задумывались, просто было из интереса, что это такое. Вот, и в дальнейшем уже также из интереса пришли на эти мероприятия в различных торговых центрах по городу Владикавказ. Чем могут быть опасны вот эти мероприятия? Там же Опасны. внутри группы писалось о разных моментах, и, насколько я понимаю, такая ситуация сложилась и в других регионах нашей страны. Но мы знаем, чем это закончилось в других субъектах Российской Федерации. Есть негативная статистика, и массовые драки, и возбуждены уголовные дела, в том числе и в отношении несовершеннолетних. В нашей республике все это было предотвращено на стадии только зарождения всего этого. Наша основная теперь задача – не дать ни в коем случае всему этому развиться в будущем. Вот, думаю, у нас все получится. Ряд мероприятий, о которых я тоже в том числе и говорила, и других мероприятий уже запланированы и в ближайшее время будут реализованы. Я благодарю вас, Гайне и Марина, за то, что нашли время, пришли к нам в студию. Всего доброго. Спасибо вам.